Познакомиться с творением народного художника Республики Ингушетия Исы Аушевой картиной «Память» может каждый желающий. Она находится в постоянной экспозиции Музея изобразительных искусств Ингушетии, рассказал нам методист музея Анжела Китиева. Поделилась она и некоторыми биографическими данными живописца. Иса Аушев родился в 1958 году. Живописью занимался профессионально, работал мастер в самых различных жанрах. Участвовал художник во многих выставках, проходивших не только в родной республике, но и по стране. Иса Аушев ушел из жизни в 2016 году, но он после себя оставил богатое наследие. Одна из его картин «Память» посвящена трагической теме для всего ингушского народа – депортации. О ней мы сегодня и поговорим. В центре картины «Память» художник изобразил старика. Традиционно для горца светло-серый черкесский и папахи. На груди его виден орден с георгиевской лентой. Это означает о том, что старец участвовал в боях против гитлерских войск в Великой Отечественной войне. На переднем фоне полотна выступает образ старца. Все в нем говорит о благородстве, силе духа и мудрости, о нелегкой судьбе. Все события жизни как бы проносятся круговертью, и центральная – это тема депортации. Художник сумел изобразить каждую фигуру и элемент полотна настолько четко, что мы видим вблизи даже дальние планы некоторых лиц. Предусмотрел он и композицию картины. Справа художник изобразил памятник фигуры 3 революционеров, которые бок о бок сражались во имя новой жизни. Русского Николая Гекала, ингуша Гапура Ахриева и Асламбека Шарипова. Слева он запечатлел памятник пожарному в городе Грозном. Ингушский скульптор Руслан Мамилов создал его в честь пожарных, погибших в октябре 1942 года при тушении огня от налета фашистской авиации на Грозный. Это фигура мужчины, который всеми силами удерживает напор воды, направленный на пламя. Это символизирует самопожертвование, на которое способен человек ради жизни других. На переднем плане надгробная плита, символом ислама, полумесяцем и звездой. Ниже расположена надпись на арабском языке. На русский язык она переводится как «Аллах велик». Все элементы картины дают представление, что хотел сказать автор этой работой. Толпа людей, которых гнали солдаты к товарным вагонам, уводящих их от родины, символизирует несправедливость сталинского режима. Памятники пожарным и революционерам, говорящие об отваге, мужестве, самопожертвовании, дружбе и стремлении к свободе. И возвышающийся над всем этим старец – символ непоколебимости и стойкости, присущей всему ингушскому народу. Иса Аушев создал полотно с множеством образов, которое символизирует историю ингушского народа. При этом он проработал отдельные детали, верно передал анатомию людей. Нарисовал почти портретные лица переднего плана. Дальние планы художник писал мелкими мазками краски, а передний план более крупными, рельефными. Картина написана маслом на холсте в охристых тонах. При написании этой работы художник использовал целую палитру цветов от светлых, голубого, синего и белого до темных, коричневого, серого, темно-зеленого. И все это неспроста. Именно цветовым решением Иса Аушев сумел передать и психологизм ситуации, и настроение людей, и надежду на лучший исход. Картина «Память» была приобретена музеем в 2010 году, и она, несомненно, является важным экспонатом, который стоит посмотреть воочию.